Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Христос воскрес, мои дорогие! Сапраўды воскрес. Сегодня уторок. Сустракаемся с вами на хвалях Радіо Марія, каб разважаць зноў, працягваць разважанне над сакраменце бежавання в розных яго аспектах. І далей будзем рабіць працяг разважанняў о плоде Духа Святого, якіх там 9 аспектаў святой Павел описывает и у послании Галатам 5, 24-25. И в этом послании есть, скажем, будем разважать плод же Духа, есть любовь, радость, супокой, и там далей уже будем наступных разважать этих аспектах. Сегодня протягиваем разважать о супокоі. И перед тем, як сапраўды поглыбимся в библейные тексты, разважаем в контексте Старого Заповету, попросим с вами Духа Святого, помолимся с вами сапраўды, каб то, что мы чуем, то, что о чем мы размаўляем, то, о чем ідзе гаворка, каб яно сапраўды засталося в сердце. Но сенс кожной катехезы ці казання, он мае, скажем, мету, каб штосьці дашло до человека, до ягонага сердца, каб сердце это змянілася, и каб мы жили сапраўды по-божаму. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Отец Небесный, просим Тебе во имя Твоего Сына Иисуса Христа воскрослого, а Духа Твоего, Духа сапраўды, Духа мудрости, передусім, каб мы мудро могли разважать и принимать то, что Ты нам кажешь в Своем Слове, то, что Ты нам открыл в нашем Збавцы, в Иисусе Христе, який сапраўды воскрес, який перемог смерть, сатану, перемог грех, який нам дал сапраўды новое жыццё, який нам отчинил брамы неба. Просим Тебе, каб Дух Святый докранался до наших сердцев, до нашего умыслу, до наших варг, уснов, каб до нашей всей истоты, каб мы сапраўды могли погрузиться в этой великой таямнице, якою заявляешься Ты сам, Пане, каб додал нам веры в то, что Ты кажешь в Своем Слове, потому что вера родится от того, что мы чуем, а то, что мы чуем Слово Божие, так Ты сказал устами святого Павла. Просим Тебя, Отче, сапраўды, каб наполнил наше сердце любовью, якая приносит радость, и каб мы сапраўды переживали этот супокой, о яким будем сегодня размаўляць, будем разважать. А Тебе, Наисвятейшая Панна Мария, Маті Слова Уцеловленного, володарка супокою, просим о молитву за кожного из нас, за супрацоўнікаў Радіо Марія, за эту добрую справу, или так само за тых, хто сегодня слухает эту конференцию, ці будзе можна послухать паўторы, глядаць на Фейсбуку ці на ВКонтакте. Ахіні іх своей молитвой, ахіні іх своим плащом, матчаным клопотом. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты помеж жанчинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Протягиваем гаворку этой разважанні над тым, што з'яўляецца супакоем. Калі мы зазірнем сваё сэрца, калі мы зазірнем сваю такую істоту, внутреннім зрокам, да, то заўсёды чалавек, кожны чалавек, ён жадае супакою, да, кожны чалавек жадае, каб в ягоным жыцці было тут супакой, это якась так сталасць якаясь, да, і сапраўды, калі мы паглядзім, зноў разважаем, то нават не уявняем сабе, што это жаданне, оно заложено где не толькі жаданне, але это пребыванне ў супакоі заложено Паном Богом, потому что сам Бог заявляется Богом супакоя, мы уже там так само размаўлялі і будем далей размаўляць, да.
человек, скажем, хочет переживать как бы такую сталость, да, не в таком, если там забеспечить самого себе, чем и так далее. Только сталости кожный, скажем, нормальный человек, да, і він жадає того супокою, він якось так йде до того супокою, робить кроки до супокою різними методами, різними способами, каб набыць гэты супокой, да, як каб жыць у тым супокоі. Але калі мы паглядзім, нават звернём да таго, што мы з вамі, о чым мы размаўлялі яшчэ давно, як толькі распачыналіся этой канферэнцыі, да, мы з вамі размаўлялі, была размова аб духовных законах. Вось в этих духовных законах супокой чалавек можа толькі знайсці на шляхах Божых. Ні багаццем этого супокою не даст, якось там, может быць, ці там якісь эти муры там невідомыя, якія высокія там плоты і так далее, да, не камеры, якія наставленыя, там бяспека розная, ці там бронірованыя аўтамабілі, ці іншыя якісь рэчы. Не дадут этому супокою, ці там ахоўнікі якісь, да, там. Сапраўдны супокой можна знайсці толькі на дарогах Божых. І таму мы павінны папросту пазнаваць тое, што пакажа пан Бог, пазнаваць вось ягонае слово, то, што он переказывае нам, да, то, што открывае, переказывае Касцёл, то, што нам открывае, да, пан Бог, переказывает Касцёл в Святом Писании, в этих текстах. В традыцыі таксама вось Святое Писание это не только Біблія, а Слово Божие, да, Слово Божие, это не толькі Біблія, але таксама традыцыя. Вось, і менавіта Бог, ён подводит, вот человек, мы, как уже казали, что человек утек от Пана Бога, согрешил, и это было, скажем, таким, не границей, только граница, может, не таким бахной такой не супокою, да, там, что здесь откуда вылетает этот бруд и так далее. Границей супокою заявляется Пан Бог сам. И он так подводил, когда мы читаем историю избавления, Пан Бог подводил так человека до этого, до сапраўды, каб человек познал супокой, да, и он супокоит сапраўдны, Пан Бог нам даровал в Иисусе Христе. Мы апошні раз с вами размаўлялі, и еще так глубей будем размаўляць и разважаць над этим, что першыя словы, якія пан Езус сказал, калі он пришел воскрослый да вучняў, якія двери были замкнёны, то супокой вам, да, он не докарал их, там, не то, что они не верят, не іншыя якісь рэчы, там, да, там ёсць, так, в размове с учнями, якія ішлі в Эмаусу, там разважал, и там таксама потом далей учням, и он им выкладывал эти святые писания и так далее. Але першие слова это были супокой, да, и сапраўды, каб поглубиться в эту справу, да, поглубиться в то, что мы разважаем, треба крыху, скажем, доценить эту реальность, крыху треба як бы зірнуць у тое, як да гэтага падыходзілі семіты, да, асабліва габрэі. Вось што там, як они захоўваюць гэта, да, як они передавалі, переказывалі, потом праз гэтыя все крокі, скажем, то, што ёсць да самай апошняй старонкі Новых Запаветаў, да апошняй старонкі кнігі Адкрыцця Святого Яна, до 22 раздела. Ось это, так бы сказать, такая нитка, такая дорога она проводит. Ось. И повторю то, что я было, там, что мы разважали, да, как подходит этот шалом, то, что ось означает шалом, да, у евреев это не только супокой, да,
Он так само связан с добробытом, мы уже сказали, да, что он, скажем, связан с умиротворением, да, он связан с тем, что с таким цельностью, да, наприклад, Шалом, он так связан з закінченням дома, но ми вже розмовляли з вами і казали, що друга книга Володарства 9.25 і інші, да, книга Заходу, ну, ось там так само супокой, ну, этот шалом, он вельми моцно приймається так, як саме, як щастя, да. Дотичило так само, ми говорили з вами о здоров'ї, супокої, да, то бути, коли чоловік питається, як ці здоровий, ну, коли ми читаємо книги «Буття», ці здоровий, там, батько твой, да, коли брати Юзефа, якого вони продали у неволю, прийшли к нему, і він розмовляв з ними, і вони просто не видали, що це Юзеф, він розмовляв, і він питається, ці здоровий батько ваш. Там эти, ну, в Боголе там, да, это вельми, скажем, так связано с тем, что супокоить, пытается, коли здоровиться, супокоить, и он супокоит, да, ті, ось так само Гедеон, да, коли он там, скажем, коли пришел анёл, да, его и говорит, супокой тебе, великий воевник, он боялся смерти. И пан ему сказал, не бойся, да, не бойся того, что, скажем, то, что тебе как бы выпало такое великое счастье, что пришел Бог и размовляет с тобой. Ті, коли пам'ятаєте этот фрагмент из книги Заходу, коли Моисей пасвил овечек своего тестя, и он пошел на гору Хореб и убачил такую з'яву, яка была, скажем, этот куст, он горел или не сгорал. У человека был, у этого человека там заявился, что себе там в сердце такое неведомо что, да, и коли размовлял, он начал размовлять с ним пан Бог с куста, и далее размовлял, то Моисей переконался, что святый над святыми, размовляя с ним, вот открыл ему свое имя, и человек успокоился, да, и он просто послал, не сказал, не бойся, я буду с тобой, послал Моисея, да, хотя Моисей полохался, отмовлялся, там, послал Моисея до фараона, послал, как он вывел народ с Египту, и сапраўды, скажем, да, потом уже и Ісусу Новину сказал пан Бог, Ісус Новин, 21 раздел, 44, да, там, как не боялся пан Бог, что-то не будет, там, когда он войдет в эту землю, чтобы он был, будет пан Бог с ним, да, и менавіта ось аккурат этот шалом, он связан со счастьем, да, это пребывание, скажем, в этом счастье, в этом пребывании, в этом шалом, пребывание в этом супокое, в Божьем супокое, оно приносит счастье, да, и гебреи это ведали, потому что Бог на протягу всей истории избавления вельми моцно промовлял вот в своих писаниях, да. А Писание, ну, это Слово Божие, про якое пан Бог промовляє, про якое пан говорить з чоловіком, чи це з конкретним чоловіком, чи це і він казав, пророка, розмовляв з пророком, але той пророк уже передавав іншим людям, да, і так само розмовляв з чоловіком, він просто розмова була, скажем, говорка, це була з чоловіком, є такий фрагмент вельми цікавий, коли Моисей, пан Бог открылся, да, ось пришел на гору, и народ Израиля Моисею говорил, ты там иди до его. И он там, переполохались, потому что жавелина его шла якась там за рису, яка там за межу, яка обмежовувала присутність пана Бога, и там было забито, ты иди там, мы боимся, иди там с ним поразмовляем. Моисей верил, что Бог добрый, что он нічого дрянного не зробить, але пішов. Був такий страх у Ізраїля.
и потом этот страх во что выявился, мы ведаем, что, да. Таму Бог, скажем, калі ёсць прысутнасць Бога, калі ёсць этот шалом, то ёсць такое сапраўды шчасце. Прысутнасць Пана Бога в Израиле, там, в лагере, там, да, калі Пан Бог был. Ён сам падкрэслівае, ці был недахоп в чымсь там, да, ці было бы там, і калі я был с тобою, там і вежа была, і пітво было, і все там вода была, так далее, да, для израильтян это вельмі важно, они попросту Святые Писания и традиция память подсказывает, что это шалом, да, мир Божий, он связан с счастьем. Другое, это еще одна справа, з якой мы з вами размаўлялі, это справа аб тым, што таксама ён з паратункам, супакой з паратункам, да, звязан, ці там са збаўленнем, з паратункам, асабліва в размовах, калі Гедеон нават размаўляў там, да, зноў кніга суддзяў, вось, то я уже вам об этом казал, что салам алейкум, да, ось это выраз мусульманский, да, мусульмане привітаюць, ці там салам алейкум, арабы ці шалом алейхем, да, это привітанне, таксама развітанне, вось оно в размове, она проявляется в книге Быцця, 26 раздел, у першей книги Самуила, в другой книге Самуила 18:29, и она в таких размовах о том, что есть люди размовляют об этом, там мы пойдем в супокой, мы вернемся в супокой, так само ось и знову же ці там супокойово настроенные люди, ці ось в книге Суддів так само, да, Гедеона, дзе і Сахава, яны спадзяюцца, што они размаўляючы, што они спадзяюцца, што они вернуцца в этом мире в супокое, да, што они перамогут. І таксама молитва Анны, паглядзіце, я уже тоже казал, молитва Анны вельмі падобная да молитвы Магніфікат Найсвятейшай Панны Маріі, вось у кнігі, першая книга Самуила. Анна молится 1:17 и далее, там, да, она ось размовляет, это в этом попросту как бы ожидание этого поспеху, ожидания ведь дитятка, как спынилась эта бесплодность, да, там, то, скажем, как этот был супокой, да, пришел в ее сердце, вот такое, ну, так само паратунок от бесплодия, можем сказать, тогда это ось, это Анна просит и сапраўды, ось, Пан Бог ратуе яе, или подходит и кажет ей, что она народжаючи это дитятка Самуила, Самуэля, она отдавала его на службу Богу, те пророк Иеремия, пророк Исаия, да, оздоровление драм, те ось эти ахвяры супокою, какие приносили книга святарская Левита, да, 3:1, там называли ахвярами супокою, покаёвыми ахвярами. Ось это такое, как бы этот шалом означает такую супольность, да, стасование, вельмі мне подобається українське слово спілкування, да, з Паном Богом, это субольність з Паном Богом, там, стосування з Паном Богом, в том сенсі, що яке не приносять, вони эти ахвяры супокои, покаёвые приносят, ну вот Пан Бог наказал это робить, потому, не тому, що йому потрібно там это кров, ці там это м'ясо, ці інші речі, там же не їсть, не п'є, він сказав, що вся живёлина моя, да, и там то, что есть, это его, только как человек, сапраўды, это змена человека, сердце человека была, и человек повинен был ведать и верить, что это паратунок, или там збавление только в Пану Богу есть. И сегодня поразмовляем с вами на такой справе, как супокой и правда.
Размаўлялі, уже распачалі мы с вами калісьці казаць, да, чалавек, калі жыве в правде, то он нічога не боится, да, супакой правда, чалавек справедлівы, і он з'яўляецца чалавекам супакою. Паглядзіце зноў жа гісторыя старога запавету, калі чалавек жыў в мире, да, калі чалавек быў, скажем, ён супакой, перепрашаю, супакой жил, коли он жил с Богом перед усім, то он не боялся, да, Каин и Авель. Ты видишь, два таких приклада, Каин забил Авеля, пан Бог пытается где-то, брат твой, а что тебе, я не пастырь своему брату, ба, и пан Бог ему каже, слухай, грех лежит при твоих дверях, ты он выстукается, да, и человек. Авель начал ховаться, он твар своих сховал перед паном. Вот пан Бог его запытается, что ты ховаешь свой твар передо мною, да, и ось человек, який живе, скажем, не живе в правде, то он попросту не має супокою. І менавіта супокой з'являється, скажем, таким добром, да, на такому першому сенсі, у прямому сенсі з'являється якби противолеглостью злу. Да, ось супокой – это добро, а зло – это оно сопротивление злу. И в книге «Приповести Соломона» в 12 разделе 14:22 есть такие слова. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Пусть путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выказывается гнев его, и благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Иной пустослов является как мечом, и язык мудрых врачует. Уста праведного вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу». Радость миротворцев, да, ты человек, это радость, это супокоится. Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. То есть человек, який живе в правді, який перебуває в правді, да, який просто живе в этой правді, то и он, скажем, и будет в сенс, так скажем, ось, в такому сенсі, он живе в Богу, живе з паном Богом, и его сердце наполнено супокоем, да. От плода уст своих человек насыщается добром, а воздаяние человеку по делам рук его. Пусть путь глупого прямой в глазах его, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выказывается гнев, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит, что он то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Видите, кто каже то, что видит, здесь правда, и подман, весь правда – это супокой, подман – это завсёды непокой. Иной пустослов уязвляет себя мечом, а язык мудрых врачует. Уста праведных вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость перед Господом уста лживые, говорящие истину благоугодно ему. Сейчас прочитал ты 12 раздел книги «Приповести» с 14 по 22, да, и ось поглядите, когда человек живе в правде, то сапраўды, ось человек живе в супокое. Это можно на шале ваги положить, покласти, да, покласти супокой, покласти правду и ложь, да, фальшь, подман,
в устно неправдивые, в устно правдивые, да, и, скажем, что переважит конечный супокой, да, і правда переважает это правда. Тому трэба памятаць об этом. Трэба памятаць, калі нават штосьці невялічкае мы кажам, то заўсёды ці промолчать можно, это не будет, скажем, неправда, это не будет хлуснёй. А калі мы штосьці говорим, то трэба казаць правду, тому што заўсёды неправда, она приносит непокой. Человек зачинаецца непокой. Я сказал, там, думаю, я собі думаю, наступным разом сказать то же самое, да, и человек попросту думает, как в одном месте сказал это, в другом это, в третьем это, и потом его схопят на то, что он кажет неправду. И тут ось тому заўсёды правда она приносит супокой. Псалом 28, с 1 по 3 верш. «К Тебе, Господи, взывает твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а сердце их зло. Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а сердце их зло». Да? Тому попросту неправда ось нас заўсёды з'яўляецца згубай. Калі мы кажам неправду, то сапраўды это з'яўляецца згубай, таму трэба памятаць. Бо Езус сказаў, што я правда, Бог правда, да? Кожнае кламство, кожная хлусня, вось кожная неправда, і она приводит к непокою. Таму трэба памятаць, калі мы штосьці раскрываем наши вусны, то і хочам штосьці сказаць, то трэба памятаць об этом. Трэба заўсёды казаць правду. Часам правда, она болит, да, і не примут ее там правду, але правду трэба казаць з любоўю. Вось вяртаемся до першого аспекту, до плоду Духа Святого, любовь. Калі няма чалавека, правда может без любові, правда может забіць, як бы в том сэнсе, да, але правду трэба казаць з любов'ю. Бог заўсёды кажет правду о человеке. Перед всем он правду о себе кажет, что он любит, что он милосердный, что он пробачает, что он не памятает зла, что он жадает добра человеку. Только дьявол подсовывает заўсёды это. Дьявол, у него как бы зброя, да, что у дьявола. Это неправда, это хлусня, это страх. Поглядите, есть страх, нема супокою. Калі ёсць неправда, таксама няма супокою. Вынік, трэба жыць в правде, трэба, скажем, ось, і будзеш жыць в супокою. Калі ёсць таксама, калі ёсць Бог, да, то попросту то і будзе супокой. Не будет страха этого. Страх Божий, мы уже размовляли об этом с вами. Это іншае штосьці, да, страх, боязнь Божия, это не такой страх, калі человек боится неведомо чего там, да, написал штосьці там, или там, и потом 10 там записал штосьці там в своем смартфоне, и потом боится, где и там, а хтосьці штосьці откроет, да. Ці зрадил кого-то, зрада заўсёды человек, там украл, человек украдет, там, боится, ховается где-то, там, как не поймали, то треба жить в правде. И сапраўды, ось, человек, этот псалмиста, услышь голос моления моего, когда я вызываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему, да. И первый верш. «К Тебе, Господи, взываю, я, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился сходящим в могилу». Человек, який живе в неправді, який хлусит, який злий, он заходит в могилу. Да? Человек, коли у такого человека нема супокою. Псалом 34, с 12 по 16 верш. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господне научу вас». Боязни Божией, да, можно сказать, боязни Божией научу. Псалмист скажет, что и Бог скажет: придите до меня, я вас научу этому. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним.
Очи Господа обращены на праведников, а уши его к воплю их. Можно только прокомментовать вот это слово свое Иисус сказал, да? «Придите, Бог, закликая нас, придите, дети, придите и послушайте меня, страху Господне научу вас», на псалме скажет. Коли есть это, правда, это боязнь Божия, тому человек попросту, он боится покривдить Пана Бога не за страху, только из-за любови до его, боится сгубить эту любовь. И там далее псалмист пишет: «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» Ну, конечно. Если мы зернем, коли мы зернем в свое сердце, то поглядите, кожный человек. Я вельми часто, коли служил еще в Червоному костелі, і в кафедральному, зараз у мене не шмат людей там в Ждановичах, да, я, може, задавав таке питання, не ведаю, але в інших костелах, коли шмат людей, я так само задавав те питання: ці хочете ви жити? І ведаєте, що я ніколи не почув ні одного разу, що не хотим. А чому? Тому що, як написал тут, хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть, да? Да, хочет человек жить, и хочет бачить долгие там дни, как, скажем, и как бачить, скажем, добро, да, добро то, что есть, ну, в житті, да. Щастя дітей своїх, добрую, як святар, добрую парафію, наприклад, да, там ці парафіяновці, людей, які навернулись, яких пан Бог навернув, ці якісь такі пльони і так далі, да. Хочет, конечно, человек хочет этого. Это записано у нас, при нас, в наших сердцах записано только закладено Паном Богом, да, життя, тому що Пан Бог з'являється сам життям. От ім'я Його мы чули не так давно, коли Ісус ходить по воді, да, і ось питаються апостоли, так убачили його апостола, він сказав: «Не бойтесь, это я есть». Это перший раз сказал пан Ісус у 6 розділ Євангелія від Яна. Ось він сказав, так би, такий центральний пункт, да, центральний, ось: «Не бойтесь, это я». Не бойтесь, это я есть. И пан Бог сказал, что я есть, так и есть. Я життя, да. И он является життям. И он з'являється давцем життя, він з'являється тим, хто це життя підтримує, він з'являється тим, який хоче, щоб життя це протягувалось чоловіку. Тому чоловіка він сотворив. Смерті Бог не затворив, так написано у «Премудрости», книге «Премудрости» Соломона. Да? Смерти пан Бог не сотворил. Да, зайздростью дьявола взошла в мир смерти, да? Свет. І поглядите, зайздрость, она так само нараджає непокой у человека. Коли человек зайздростный, то дьявол зайздростный пану Богу был. Человек зайздрости, то у человека непокой. Да, непокой. У соседа есть добрая машина, у меня там нема. Да? Треба думати чоловік, як би там, щоб зробити, як би ту машину, ці там, этого нема. Ой, чоловік, вельми часто можна чути: ой, вони ж здоровенькі, а я ж там хворий, да? Там, ой, зайздрость чоловіка, там, чоловік думає. Ніхто не ведає, що за цим плотом є у цього чоловіка, да, який поставить свої плоти, да, там у нього багаття, там машина, і дом, і так далі. А чи є у нього то покой у того чоловіка, чи у нього є радість у того чоловіка? Видите, один мой сябр, святар в Німеччині, коли навчався, так посябровал с одним святаром, и он 13 годов был у Бразилии миссионером, да, и он такие слова сказал, колись вельми цікаві, я, може, зараз тільки починаю розуміти, він каже: коли я приїхав в Німеччину, я так поглядел, ну, такі люди несчастливые, такі все, у них уже все там, як вони можуть кожен день там до реставрації пойти, ось, то вони не можуть, скажімо, вони вже нещасливі, у них вже там, їм не хопить там грошей, інше і так далі, там, вони вже нещасливі і немає у них супокою. І от я бачив, тут святар каже, я бачив справді людей вельми щасливих, які мали там пару пачок чипсів, може якісь 2-3 бутилки якоїсь там напою якогось, там вони були такі радісні, вони були, ну,
И такая радость, але где есть радость, там есть супокой, такі радовали, тешилися. Ну, треба, і він казав так, треба з Німеччини знову їхати в Бразилію, каб бути щасливим, каб радуватися, вміти там просто, да, так есть. І, ось чоловік хоче добра, але добро – це тільки в Богі. Добро, навіть коли він познає це добро, то приходить і спокій. Така правда в Богі познає. Ми вже з вами на самому початку розважали. Правда тим, що Бог любить тебе. Та правда тим, що є Бог клопотиться о тобі. Бог не хоче твоєї смерті. Може, питання одразу задати, а чому там помирає? Мама моя, я колись розмовляв з одною дівчиною, їхав на канікули з семінарії, розмовляючи о Пану Богу, вона почала кричати: «Ось, якби Бог любив, то моя мама не померла». Чи це вина Пана Бога? Пан Бог допустив, да, то, що хтось помирає. Мама так само померла, але це було таким, я кажу, що таким святим пендельным, який пан Бог мені дав, як я почав задумуватися о тим, що далі буде. Да? В моем житті було справді не, потому что не ведал правду о Богу, был такой непокой, да. День народження і Новий год, это были 2 дні, які я для мене найприкріші дні були. Тому що вже на год я став старішим і так далі. А зараз я жартую, но хвала тебе, пані, то, що я на год ближайшим до тебе став. Да, що там день народження це, скільки пан дозволить, стільки дозволить, да, видите, люди просто бояться этого, да, ось бояться всего і так далі. І це правди, коли чоловік познає ту правду, да, правду о Богі, правду о себе, то і чоловік приносить покой, правду о себе, що я грешний, але є порятунок, да, о Богі, що є порятунок в Ісусі Христі, яким пан Бог казав. І псалмист это дает там, скажем, пораду: удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. А коли мы утекаем от зла, якое здесь противолеглостью добру, да, коли мы, скажем, живем в правде, то этот шалом придет в наше сердце. Будет. А коли мы утекаем от этого зла, коли мы стараемся, Бог дає нам, Он самого себе дав, Он дає нам всі сродки, как от этого. Только человек повинен прагнуть, повинен жадать, да. Поглядите, Отец Иисуса Христа послал, який за тебе, за меня, за кожного из нас помер, воскрес, отчинил брамы до неба. Пан Бог покинул нам Слово, Пан Бог нам покинул костел, Пан Бог, Иисус Христос, покинул нам сакраменты. Коли тебе дрянно, коли тебе там щось там непокоїть, но поразмовляй здесь со святаром на молитву, а коли бачиш, що грех є, то треба бігти на сповідь. Після сповіді, коли хто, ведаєте, да, кожен із нас сповідається, так тільки як ми сповідаємося добре чи дрянно, да. Коли чоловік справді посповідається щиро, в правді стане перед Паном Богом, то, що я грешний, да, то, що я згрішив, що я зробив, і почує це слово абсолют, який там святар моляться їм, то справді приходить супокой. Та є супокой, да, ось ми це відвертання зла, да, очі Господа обращені на праведників, а уші його к воплю. Да? Пан Бог глядить на справедливого. А несправедливий, знову це Святое Писання, несправедливий, він не має супокою. Чоловік, який живе в неправді, він не має супокою. Ось пророк Ісая, 48 розділ 48, 17 до 22 вірша. «Так говорит Господь, Искупитель твой, святый Израилев, я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должен тебе идти. А если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя бы, как волны морские». Поглядите, коли бы жил человек по заповедям, да, коли бы мы жили по-божьему, то бы, ось, Пан Бог нас тримає, да, Он нас научает, везде по этой дороге. Научайся тебя полезному, да доброму научает. Пан Бог научает нас не злому, доброму. Тогда бы, коли бы мы слухали заповеди, жили по заповеди, тогда мир был бы твой, как река, да, супокой был бы, да, как река, а правда твоя была, как волны морские, когда жил бы ты в правде.
поглядите, як собі. А семя твое было бы, как песок, и проходящие с тресел твоих, как песчинки, не сгладились бы и не истребились бы во имя его передо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, с гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите: Господь искупил раба своего Иакова. И не жаждут они в пустыне, через которые он поведет их. Он источит им воду из камня, рассечет скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Это такое, якби, это о чем я казав, да, що супокой являється, скажем, добром, а ось шолом этот з'являється добром, а якби, правда, да, супокой, коли чоловік живе у правді, а ось з'являється такий супротивливий злу, коли чоловік не живе в правді, поглядите, коли ми виконуємо заповіді, то попросту Бог нам обіцяє: Пан искупил раба твоего, да? И не жаждет они пустынях, через которые он ведет их. Он источит им воду из камня, рассекет скалу, и льются воды. Пан Бог підтримує чоловіка, коли чоловік живе по-Божому. На пустыне, это пустыня духовного життя, я належу до руху світлого життя, буде об этом руху передача, може, і так само я колись порозмовляємо. И называется рух Оазовый, да, оазис. И мы переживаем реколлекцию, у нас называется оаза нового життя. І коли чоловік виходить, то я вельми часто чую: ой, та, на оазі було вельми добре, а зараз ми виходимо, да, чоловік, як виходить, скажімо, Святий Оазі, він потрапляє на пустиню, да, пустиню духовну і тут. Але треба пам'ятати, що найвеликшей оазой з'являється сам Пан Бог, да, коли переживати, как нечестивым же нет мира, говорит, как не быть этим несправедливым, неправедным, как жить просто по-Божьему. И что справедливые, да? Ось знову Псалом 37. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведников изрекают премудрость, а язык его произносит правду. Правда, да? Закон Бога всего в сердце его, у него не поколеблется стопа его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видела я нечестивца грозного, расширяющего подобно укореняющимся многоветвистому древу. Но и он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. Поглядите, да, праведник наследует землю. Справедливо, это Пан Иисус сказал на Нагорной проповеди, тому оплачивается жить попросту справедливостью, да, оплачивается. Наблюдайте, ибо будущность такого человека есть мир. Наблюдайте за непорочным и смотрите за... Да. А супокой, он является уделом покорных. Да. По Псалом мы повинны быть покорными перед Паном Богом. Да. Покой – это правда, это стать в покоре, да, жить в правде. 37-й Псалом, 11, с 11 по 13 верш. «А кроткие наследуют землю, насладятся множеством мира. Нечестивые злоумышляют против праведного и скрежещут на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, и они будут приходить и пропадет день». Да? Вот. Есть такое, что человек, скажем, человек праведный, то это такой подарунок его является таким супокоем. Да? И
приповісті, 3 розділ, з 2 по 3 вірш. Перший по 4 перепрошую. «Сын мой, наставление его не забывай, и заповеди мои да хранят сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благодоволение в очах Господа». Видите, знову я кажу, що оплачується жити, скажімо, в правді, да? Оплачується жити в супокої. І ось, коли чоловік живе, скажімо, ну, в этом шаломі, да, пан Бог обіцяє, в правді, то есть в книге Левита, в книге Святарской, то, что, скажем, пан Бог обіцяє і землю, і їжу, да, досыта, і безпеку, і жилье, і супокой, коли чоловік безмятежний, такой супокой сон, да, і перемогу над ворогами, і потомство, говорю, шматликое потомство, да, то, что пан Бог будет з ними. Але не тільки відсутність війни, але так само щастя. Да. Щастя, ось, менавіта супокой, и он связанный, уже сказали мы, что супокой и счастье, они с правдой, человек связанный, так само со счастьем. Ну, наприкінці прочитаю вам эту книгу з книги Левита, ось 26 розділу, з 1 вірша по 13. «Не делайте себе кумиров, и изваяний, и столбов не ставьте себе, и камней с изображением не кладите на земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я Господь Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди во все времена, и земля даст произрастание свои, древа полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто из вас не будет беспокоить, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. 5 из вас будет прогонять 100, а 100 из вас будет прогонять тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Презрю на вас и благословлю вас, плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду Богом вашим, и вы будете моим народом. Я Господь ваш, который вывел вас с земли египетской, чтобы вы не были там рабами. И сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятой головой». На этом сегодня закончим. Еще раз нагадываю вам, что можна підтримати Радіо Марія, ось працюємо дякуючи вашим ахвяруванням. Чому ми? Тому що я з'являюся вже новим директором Радіо Марія. Прошу вас так само підтримки, о молитві передусім, але так само підтримки фінансової. Можна це побачити, як можна це зробити ось на нашому сайті radiomaria.by. Це там можна через телефон, це призеріптер і інші справи. Нехай вас пан благословляє. Хвала Христу. Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.